она является прародителем, то есть это определили по генетическому анализу, прародителем более чем 500 сортов яблок, которые произрастают в мире, и которые являются самым большим рынком в торговле фруктами. То есть мы являемся корнями и историческими родиной всех яблок, произрастающих на планете. И мы не сохраняем эту яблоню сиверса. Яблоню сиверса, почему ее необходимо сохранять? Потому что без вот этого подпитки, вот этого генетическим этого фонда, без обновления генетического фонда, все другие сорта яблонь просто вымрут быстро. То есть мы обладаем таким достоянием, это один из примеров. Также тоже относится к абрикосу обыкновенному, к тюльпану нашему, который является прародителем всех цветов на земле. Все голландские цветы, которые сегодня заполняют наши рынки, это являются предками, не предками, а потомками, искусственными культурными видами, выращенными на основе нашего тюльпана Шренка. То есть вот эти вот, когда я говорю об природных экосистемах, то надо иметь в виду, что он содержит в себе массу генетического материала, природного, исторического и того, которым должен гордиться Казахстан и сохранять, потому что мы, согласно конвенции СИТЕС, имеем право заявить права на всю торговлю яблонями или всю торговлю цветами. Эта конвенция эти вещи регулирует. То есть мы сегодня, как говорил Менделеев, сжигаем, топим ассигнациями печку. То есть мы не понимаем роли. При этом мы должны знать, с другой стороны, что нарушение этих процессов приведет к такой же катастрофе, как Аральское море, в котором сегодня в регионе жизнь становится невозможной. Там вода становится отравленной, воздухом дышать в течение всего дня невозможно, стоит дымка пыльная, токсичная пыль. Это не пыль, а токсичная пыль. И она достигает ледников сегодня. То есть сотни миллионов токсичной пыли сегодня выносятся с дна Аральского моря, отравляя все население этого региона, включая Узбекистан, Туркменистан и так далее. Мы можем получить здесь, в Балхаше, такую же картину. То есть мы, с одной стороны, должны понимать ценность этого всего, с другой стороны, мы должны понимать риски с нарушением этого равновесия. Город Балхаш, балхашцы, они являются обладателями, хранителями уникального наследия, мирового наследия, которым является озеро Балхаш, которое выполняет фундаментальную роль для поддержания равновесия не только в этом большом регионе Балхаш-Лакойского бассейна, который, как я говорил, по территории больше, чем Голландия, Великобритания, Дания, Швейцария, вместе взятые, но он вносит очень существенную, важную роль в поддержании глобального равновесия на планете. Потому что глобальное равновесие на планете поддерживается именно вот такими территориями, экосистемами, начиная от ледников, заканчивая водоемами и дельтами. И, к сожалению, вот то, что человечество в погоне за ВВП, за экономическим ростом, соревнуясь и усиливая, у нас один из главных показателей среди правительств – это конкурентоспособность, то есть обогнать кого-то. В чем обогнать? В методах и масштабах освоения природных ресурсов. То есть обогнать в методах и масштабах разрушения природной основы для глобального равновесия, для климата, вообще для жизни человечества. И это нужно менять, потому что понимания такого нет. До сих пор считают, что экология – это задача экологов, экологических организаций или Министерства экологии, которое должно всю работу, как правило, традиционно сводит к субботникам по уборке мусора. То есть один из бывших министров, придя на работу, это продемонстрировал. Пригласил всех своих коллег НПО собирать мусор. То есть он показал, что полное непонимание, в чем суть экологической работы. Это не мусор. Мусор – это коммунальная проблема. Экологическая задача – сохранение природы, сохранение природных систем, поддержание функций экосистемных услуг, без которых невозможно жить человечеству. А все остальные министерства энергетики, экономики, промышленности, их задача накормить, обогреть, обеспечить водой. Но только задача экологов
показать, до каких пределах возможно вот это освоение природы и использование природных ресурсов. Поэтому здесь на примере использования воды у нас перед нами есть пример уникальной рукодельной трагедии создания пустыни на месте цветущего моря. Это Аральская катастрофа. И мы, причина одна, то есть забор нашей воды превысил возможности экосистемы сохранять этот баланс. То есть мы забрали воду, все на орошение в погоне за валютным хлопком, за рисом, и мы просто разрушили эту экосистему. В итоге сейчас ни рис, ни хлопок, ни экономика, ни здоровье, здоровье один из самых низких показателей по анемии, по заболеваниям женщин, детей, пестициды в молоке матери. То есть это вот то, что мы сегодня творим, и может произойти с Балхашом. Поэтому, но практика нерационального водопользования, она у нас продолжается. Поскольку вот есть исследования многих институтов, и даже доклад правительства, я помню, был в то время Минсельхоз сделан, когда вода находилась у него, что уже к 50-му году у нас дефицит, то есть дефицит воды, разница между потребностями на воду и доступной водой превысит 50%. То есть наполовину. Это означает, что весь наш привычный образ жизни, наша промышленность, энергетика, сельскохозяйство особенно, главный водопользователь, они останутся без воды. То есть люди останутся без еды, без источников существования, без питьевой воды. Питьевая вода будет нормироваться. То есть природа останется без воды, то есть это будет деградация экосистем. И мы это делаем успешно за счет наших нерациональных практик водопользования. По международным оценкам Казахстан относится к одним из самых водорасточительных стран. У нас эффективность использования воды вместе со странами Центральной Азии на одном из самых последних мест в мире. То есть эффективность использования воды, то есть сколько продуктов мы получаем, используя одно и то же количество воды, у нас в 7, в 10, в 20 раз ниже, чем в других странах. Мы очень много теряем воду. Мы ее, например, в Алматинской области, которая забирает очень много воды у Балхаша, на полив риса, например, стоимость коробка спичек равна 40 тоннам воды. 30-40 тонн воды. Коробок спичек 30-40 тонн воды. Это утверждено Маслихатом Алматинской области. Понимают ли они, какое они решение выносят, приговор для Балхаша? То есть они это делают в интересах своего водопользования для орошения в ирригации в Алматинской области. Но они должны понимать последствия для Балхаша. Поэтому здесь необходим общий бассейновый подход. Подход, основанный на отдельных территориях. 4 области, которые входят в Балхашский бассейн, ни у одной из них, если посмотрите программы, нет у них задачи сохранения Балхаша. Везде изъятие, увеличение природных ресурсов, изъятие, увеличение воды. К чему это приведет? Это даже тут и никаких прогнозов не надо. И моделей никаких не надо математических. То есть понятно и очевидно. Поэтому наша практика водопользования, почему это происходит? Вот такие тарифы, стандарты, налоги, субсидии. Происходит потому, что мы думаем больше о получении продукции, чем о том, что означает природные ресурсы, земля, вода, биоразнообразие. Для других функций, я вот приводил пример с лесом, они намного более значимые для человечества, для жизни. И даже в экономической оценке они на 2-3 порядка значимее, чем то, что мы получаем. То есть, например, мы должны, поэтому сегодня, вот недавно создано новое Министерство водных ресурсов, которое должно взять под контроль вот эти все негативные, разрушительные, расточительные процессы, связанные с водой. Добавлю еще к тому, что я сказал, что такой же, поскольку Балхашский бассейн, он трансграничный, то такая же политика и политика увеличения расхода воды, забора воды, она идет и со стороны Китая. С Китая идет главный источник воды, река Или, и Китай забирает воду. За последние годы
приток воды с китайской территории снизился с 14 до 9 кубокилометров. И этот забор нарастает, потому что там тоже экономика, там тоже ВВП на первом месте, там тоже конкурентоспособность и многие другие факторы. Поэтому здесь мы должны совместно с Алматинской областью, с Китаем, с Карагандинской областью, со всеми теми, кто входит в Балхашский бассейн, иметь целостную программу, во-первых, понимание, что такое Балхаш для всех нас, включая Китай, и для всего мира, для мирового сообщества. Какие действия необходимы для того, чтобы мы остановили вот эту деградацию и риски все. И согласованная, целостная программа координированных действий, чтобы мы знали согласованно, что делают энергетики, что делает промышленность, сельскохозяйство, Алма-Ата, Китай, Караганда и балхашцы, которые являются хранителями и наследниками этого природного наследия, должны быть как бы во главе этого всего. Они должны через различные формы, такие как бассейновые советы, должны контролировать, чтобы все страны, которые находятся выше по течению, не наносили ущерб Балхашу, который в конечном счете через обратной связи вернется к ним. Вот такая система должна быть создана вместо нынешней системы, которая сегодня не позволяет увидеть друг друга. Она не позволяет даже карагандинцам или алматинцам увидеть, что они зависимы от Балхаша, увидеть, какое влияние они оказывают негативно на Балхаш, забирая воду и сбрасывая сточные воды в Сарбулак, то есть в Балхашский бассейн. Распашка земель, строительство дорог, освоение новых месторождений. Все это новые и новые удары по этой чувствительной, уязвимой экосистеме, по нарушению равновесия в Балхашском бассейне. Вот эти все вещи, они прописаны во многих программах и не раз исследованы и международными организациями, Евросоюз, Маккензи, другие организации делали, правительства такие исследования делали. Они лежат на бумаге, потому что в нынешней системе управления эти рекомендации не нужны. В нынешней системе управления, если я вам дам кусочек воды и кусочек земли, то вы при всем вашем образовании и понимании вы будете забирать воду, потому что вы не отвечаете за Балхаш, вы просто будете стараться взять больше воды, чтобы получить урожай, промышленной продукции или там бутилированной воды. Вы не будете заботиться о Балхаше, у вас нет никакой связи с ним, никакой нет ответственности. Поэтому здесь необходимо создавать другие рамки управления, которые меняют поведение ваше. Если вы, например, будете частью этой программы и, например, акционером восстановления балхашского окуня или маринки, это вот те ценные виды рыб, которые практически сегодня исчезли в Балхаше, то вы будете заботиться, даже проживая в Алма-Ате, заботиться о том, чтобы сосед не стал мыть машину, потому что эти грязные стоки в конечном счете попадут через подземные поверхностные потоки, попадут в Балхаш и нанесут ему ущерб. То есть вы будете защищать свои инвестиции, и вы будете каждый день проверять стоимость этих акций, восстановления сетра, что делает правительство, что делают компании, что делают акиматы, для того, чтобы у вас не отняли вот ваши инвестиции, которые вы передадите детям. То есть вы хранителями, собственниками Балхаша можете быть через различные зеленые проекты, такие как производство органических продуктов питания, экотуризм, энергетика, рыба, питьевая вода, судоходство и многие виды деятельности, которые существовали успешно в Балхаше и были довольно масштабными. Поэтому сегодня у Балхаша нет хозяина. Многие страны сегодня принимают решения, причем это не Азия и Африка, это Европа и Америка, Канада. Они принимают решения и придают статус водным объектам живого существа.
То есть они законами наделяют реки, водоемы, болота юридическими правами человека. То есть потому что у Балхаша сегодня нет никакой защиты, кроме отдельных фрагментарных законов, таких как загрязнение, сбросы, выбросы, отходы, забор воды. В целом у него не существует такого субъекта, который имеет право себя защищать. Они создают для защиты таких водных объектов, для рек, создают специальные комитеты, как их называют, которые заботятся о детях. Не наставники, а... Да, я поняла, сейчас вспомню. Это называется представитель. Нет, не представитель, называется он опекун. То есть они выступают, создают комитеты из числа известных людей, авторитетных, которые берут на себя опеку, опекунство и защищают права от имени озера. То есть появляется дополнительный юридический механизм для защиты интересов озера. Потому что сегодня озеро против действий тысяч и десятков тысяч честных людей, малый, средний бизнес, предприятия, акиматы, которые выходят с 9 до 10 вечера, до 6 вечера, планомерно убивают эту экосистему своими действиями по освоению земель, по выращиванию продуктов питания, по производству энергии и промышленной продукции и так далее. То есть мы своими действиями ежедневно выходим и убиваем это все. И нет никакой защиты, механизма защиты у Балхаша защититься. То есть, конечно, сейчас включили в госпрограмму ЖСЛ Казахстан строчку, что нужно сохранять экосистему Балхаша. Но эта строчка против вот этих ежедневных, массированных, системных и разрушительных действий, она ничего не стоит. То есть просто ноль. Значит, озеро Балхаш является уникальным в том смысле, что оно находится в очень уязвимом, неустойчивом экологическом равновесии. И любая нагрузка, будь ли это Китай, изменение климата или наращивание ирригации внутри Казахстана, то она может легко нарушить это равновесие. Как я уже говорил, вот это равновесие, его легко сдвинуть, и очень быстро идут необратимые процессы, которые потом просто невозможно восстановить. То есть озеро отличается тем, что у него средняя глубина очень небольшая, 3 метра. Это не Арал, у которого глубина была в среднем 60 метров. У озера Балхаш средняя глубина 3 метра, большая часть. И оно, нарушая равновесие между притоком и испарением, очень легко высохнет и быстро, и необратимо. Поэтому любая нагрузка, включая сейчас такие планы, как строительство АЭС, они являются губительными. Они могут внести последнюю каплю нарушения этого равновесия. Потому что атомная станция, она требует воды, она требует охлаждения, она дополнительная нагрузка. И, конечно же, она существенно нарушает равновесие этого чувствительного объекта. Более того, мы этими планами показываем нашим соседям Китаю, которого всегда мы сдерживали главным аргументом, что это природный объект, и его необходимо сохранять, потому что у правительства Китая также есть обязательства по сохранению, по целям устойчивого развития, по сохранению экосистем. Это глобальные обязательства, международные, тоже в том числе у Казахстана и Китая. И это был один из главных аргументов. Не то, чтобы нам не хватало воды. Они говорят, вы воду льете гораздо более неэффективно, чем мы. Посмотрите, сколько мы выращиваем продукцию за 1 килограмм воды, и сколько вы выращиваете. Наведите порядок у себя. Но главным нашим аргументом является то, что эта вода нужна для сохранения равновесия, сохранения Балхаша, который является главным, важнейшим регулятором и фактором для глобального равновесия, для глобального климата, для глобальных водных циклов. И факт строительства АЭС, он отнимает у нас этот аргумент
и переводит природный объект в категорию промышленного пруда накопителя. Этого нельзя делать.